Приветствую вас, мои дорогие девы, на канале Три дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 4 по 10 марта. Смотрю я на круглой колоде, на своей любимой 5 карт. Первая карта – это настроение ваше, показывает всегда она у меня в центре. И 4 карты сферы жизни – любовь, работа, деньги и здоровье. Смотрим, девы, период с 4 по 10 марта. Покажите мне. 5 карт подряд. Настроение дев, личная жизнь, работа, финансы и состояние здоровья дев. Так, поехали. Настроение ваше, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и ваше самочувствие, здоровье. Теперь кубики. Покажите мне, пожалуйста, для дев период с 4 по 10 марта. Информация для дев. 11-й дом. Прям, знаете, неделя каких-то массовых событий. 11-й дом навсегда отвечает за массовость, за коллективы, за команды, за группы. И у очень многих знаков выпало. Как-то вот мы все будем взаимодействовать друг с другом на этой неделе. Ну и вы в том числе. Значит, дальше смотрите, знак зодиака Козерог. Общение с козерогами будет особенно много. И здесь, значит, вам выпадает северный узел на эту неделю. Это очень важный момент, очень важная точка. Эта точка в натальной карте показывает ваше предназначение, вашу миссию, ваше предназначение. Поэтому, если вы не знаете, обязательно посмотрите, обязательно. Составьте натальную карту, у меня на канале есть видео, как ее составлять, и посмотрите, где у вас расположен вот этот северный узел, в каком знаке и в каком доме. И в интернете полно информации, можете почитать, вбить потом северный узел, допустим, там в 5-м доме, и почитайте. То есть вы можете сами даже вот самостоятельно, ну хотя бы в общих чертах понять, куда вам двигаться. Если он выпадает на неделю, то он... Как раз кубик подсказывает, что на этой неделе вы должны заниматься своей миссией, своей задачей. Вот именно прямо сейчас это будет остро необходимо. От вас это будут требовать высшие силы, потому что мы рождаемся с определенной задачей, и мы должны ее выполнять. Если мы ее не выполняем, а идем другим путем, то это для нас плохо заканчивается обычно. Нас или пытаются остановить через болезнь, сказать, что нет, ты идешь не туда. Вот, ляжь, подумай над своим поведением, переоцени все. И если человек не делает правильные выводы, то это вообще заканчивается очень плачевно. Поэтому свою миссию обязательно нужно знать. У каждого она разная. Вообще вот сколько людей, столько и разных задач. Ну, есть какие-то общие направления, но, в принципе, у каждого это какая-то... Ну, надо хотя бы знать общее направление, куда двигаться. Это очень-очень важно. Потому что кто-то должен рожать детей и растить, кто-то должен покорять горы, кто-то должен строить бизнесы, кто-то должен воевать в том числе. Потому что военные – это тоже миссия, быть военным. Поэтому у каждого вот какая-то свое предназначение. А часто у нас бывает, что мы делаем наоборот. Мы идем по южному узлу, потому что он нам комфортный, и мы ведем себя так. Вот часто, когда смотришь описание, человек ведет такую жизнь, как описано в южном узле, а не в северном. Ну, а так делать нельзя. Ладно, не будем уходить в дебри, смотрим настроение. Влюбленные настроения, выбор, карта выбора, вот вам, пожалуйста, влюбленный выбор, мне идти туда или мне идти в другую сторону. Часто, если эта карта выпадает, то человек стоит на перекрестке. Вот он стоит на перекрестке, ему нужно принять решение, как ему дальше жить. Ему работать на этой работе или на этой, ему жить с этим человеком или уходить от этого человека, переезжать или не переезжать. То есть это такой, знаете, глобальный выбор. Это не мне купить эту марку телефона или эту. Ну, то есть это что-то такое поглобальней. Также у нас еще, если брать состояние, влюбленные показывают вашу такую, знаете, способность легко договариваться, вашу контактность. Вот если мы берем 11-й дом, это большие группы людей, коллективы, много людей, эта карта показывает, что вы очень легко вливаетесь в группы людей, легко находите какую-то вот взаимосвязь с другими. То есть как бы для вас, в принципе, неплохо эта карта. Так что вот сейчас я посмотрю, эти карты мне должны подсказать. Если действительно вы стоите перед выбором, я увижу уже в сферах жизни, где этот выбор. И тогда мы с вами посмотрим, что вам делать. Смотрим личную жизнь.
Ну, в принципе, по настроению карта неплохая. То есть вы такая позитивная. Значит, смотрите, личная жизнь, прекрасная карта, десятка кубков, карта любви, карта семьи, карта счастья, благополучия в семье. Она, это, знаете, как кульминация такая, вот кульминация отношений, когда, ну, она выпадает часто на свадьбу, на знакомство, на беременность выпадает, когда вот в жизни пары происходят какие-то значимые события. Поэтому и эти события делают нас счастливыми, самое главное. Не плохие какие-то события, а именно хорошие. Поэтому я думаю, что здесь вот у вас в личной жизни приближается какое-то счастливое событие. Может быть, поездка какая-то, может быть, покупка недвижимости, может быть, вы переходите на новый уровень в отношениях, допустим, там, съезжаетесь, будете жить вместе, идете подавать заявление. То есть мне тут сложно сказать, что это будет конкретно у вас, потому что вас много, и у каждого свои отношения. Если вы были поруганы, возможно, это как раз карта показывает, что вы как-то вот научитесь договариваться, научитесь понимать друг друга, либо наоборот, расстанетесь, и каждый будет жить своей отдельной счастливой жизнью. Потому что иногда людям лучше разойтись, чтобы быть счастливыми, чем мучать друг друга из года в год. Но я могу только сказать, что в личной жизни вы будете счастливы. А что вам принесет это счастье, тут, конечно, я могу только догадываться, только придумывать, скажем так. Ну, в общем, будете счастливы в отношениях. Кто-то встретит свою любовь, карта влюбленности, да, вот любовь. Эта карта еще показывает, человек, знаете, как порхает прям, потому что он влюбляется в кого-то, там, в кого-то, во что-то. Тут не обязательно в кого-то, это бывает и во что-то. Увлекается чем-то. И тоже вот выпадает карта влюбленной тогда по состоянию. Так что в личной жизни здесь супер. Еще знаете, что десятка кубков – это много людей. Возможно, событие, которое у вас будет в личной жизни, здесь вы его будете даже отмечать. Потому что здесь часто собирается семья, родители там с одной, с другой стороны, брат, сестра приезжают, дяди, тети, если близкие какие-то общения, то вот часто эта карта показывает такие застолья прям. Так что вот, может быть, даже будет какое-то застолье у вас. Хорошо, смотрим дальше. Работа. На работе что? Угу. На работе карта говорит, надвигаются большие перемены. Карта суд. Это карта перемен. Но они уже, знаете как, они уже, ну, как бы они уже начались. Это не то, что карта, бывают карты, которые показывают, что только-только вот скоро будут, а эта карта говорит, вы уже в процессе этих перемен, то есть уже этот процесс запущен. Здесь, знаете, что еще? Карта освобождения. Возможно, если у вас были какие-то проблемы на работе, то она часто показывает избавление от этих проблем, избавление от каких-то ограничений, сложностей, того, что связывало руки, того, что не давало развиваться. Вот эта карта всегда показывает «я освобождаюсь». Как когда человек, например, закрывает кредит. Вот очень похожа карта по состоянию, как такое вот облегчение, выдох, фух, да, избавился от этого ада. Поэтому вот эта карта где-то похожа по ощущениям. Оценка. Вас могут оценивать на работе вот в этот период. Допустим, приезжают какие-то комиссии, например. То есть вы получаете оценку от вышестоящих людей. Эту карту еще называют приговор. Да, то как бы вам выносят приговор, какой вы профессионал, какой вы специалист на этой неделе. Ну, тут, кстати, может быть не неделя, даже больший срок. Это может быть вот в течение марта, как вариант. Также у нас история связана с прошлым. То есть здесь как-то вот могут всплыть на поверхность какие-то старые истории, связанные с работой. Знаете, как прошлое даст о себе знать. Тоже вот иногда по карте суд идет. Карта говорит, пришло время вот с той ситуацией разобраться. Она сейчас всплывет для того, чтобы в ней поставить окончательно точки, потому что тогда то, что произошло, точки не были расставлены над «и», и их нужно расставить. Новости могут какие-то еще быть, труба показывает информация, новости. Нужно услышать эту информацию, не пропустить ее. Карта говорит, вы получите какую-то важную информацию. Так что, ну, в принципе, карта неплохая. Суды может еще показывать, суды, которые решаются в вашу пользу на работе. Если вы, допустим, там боролись за что-то свое,
что-то отстаивали, хотели вернуться на работу, или там, допустим, хотели, чтобы вам что-то выплатили, что вам недовыплатили, то вот карта показывает, что вы можете получить свое по этой карте. Так, хорошо, значит, здесь разобрались. Смотрим дальше. Деньги, что по деньгам? О, девяточка кубков. Ну, прекрасно, слушайте, прекрасно. Девятка кубков показывает полное удовлетворение своей финансовой сферой. Меня все устраивает, мне все нравится, я много себе позволяю, эта карта показывает. Больше, чем обычно даже, возможно. Если обычно вы можете немножко где-то экономить, да, вот как бы там отказывать себе в чем-то, чего вы хотите, то здесь карта говорит: я себя люблю, карта влюбленные. Вот это настроение влюбленности, оно, знаете, как развязывает руки, и ты уже особо деньги не считаешь. Так что можете много тратить на себя, на какие-то развлечения, увлечения, на какие-то желания. Это еще карта желания, реализации своих желаний. Возможно, эти желания, допустим, дорогие. Там, хотите там, новый телефон, новый ноутбук, машину. И карта говорит: до этого было жалко, а вот по этому состоянию можете не пожалеть и купить себе. Так что траты на праздники, опять же, вот если брать десятку кубков, это карта праздника. И это тоже карта показывает застолье, расходы на застолье, на какие-то тусовки, вечеринки. Так что вот, возможно, еще так будет. Ну, у вас, в принципе, хороший. Вот вы пока первый знак, у кого выпал хороший расклад. Опять же, скорее всего, что большинство из вас идет правильным путем, правильной дорогой. Правильно выбрали свой путь, поэтому как бы все хорошо. Если у вас не так, то значит, скорее всего, что путь не тот. Нужно что-то менять. Ну и смотрим. Здоровье. Здоровья хватит. Карта умеренности выпала. В принципе, со здоровьем все будет неплохо. Это больше совет, предупреждение. Умеренность. Не хватает умеренности. Смотрите, девятка кубков – это чрезмерно много. Пью, кушаю, там, ну, в общем, себя не обделяю, себе не отказываю. И десятка кубков тоже об этом. Потом карта говорит: тебе надо умеренность, а иначе к концу недели или к концу месяца ты увидишь лишние 5 килограмм на весах, а то и 10, если не будешь себя контролировать. Ну или, допустим, если это какие-то другие зависимости, вредности, то тогда карта говорит: это может очень сильно сказываться на твоем здоровье. Поэтому ваша задача лишнего себе не позволять, пытаться себя сдерживать, контролировать себя, быть умеренными. И тогда все будет хорошо. Ну, так, в принципе, карта показывает, что ничего страшного быть не должно. Если у вас были какие-то заболевания, если вы сейчас проходите лечение, то карта умеренность как раз показывает: путь долгий. Возможно, вы уже какую-то часть этого пути прошли, имейте терпение. Процесс вот этого выздоровления, восстановления занимает много времени, но вы придете к солнцу. Видите, дорога ведет к солнцу. То есть вы придете к хорошему результату. Поэтому, если кто-то сейчас проходит какой-то курс лечения, имейте терпение, не бросайте. Очень важно не бросать, довести все до конца. И в конце вас ждет успех. Так что вот так. Потому что бывает такое, что вот начал лечение, там, недельку что-то поделал, а надо, допустим, курс 3 недели. Хочется уже вот бросить, терпения не хватает. Особенно в таких настроениях. Карта говорит: нет, надо не бросать, надо вот найти в себе эту силу, включить характер и довести дело до конца. И тогда вы легко справитесь с этой болезнью. Ну или там с какой-то проблемой. Так что, девы, вот такая неделька. В принципе, мне ваша неделя нравится. Смотрим совет. 6 плюс 10 плюс 20 плюс 9 и плюс 14. 59. Это у нас получается 9 плюс 5, 14. Вот, пожалуйста. За ваш расклад отвечает вот эта карта. Она как совет выпадает. Я уже вам ее как совет прочитала. Вам на этой неделе будет не хватать умеренности. Просто элементарной умеренности. Всего хочется много. Чрезмерно. Много кушать, много зарабатывать, много клиентов, много любви. Мне всего хочется много. Опять же, вот, возможно, усиливает вот это состояние вашей влюбленности. Хочется вот объять необъятное. Вот так. А карта говорит: ну, дружочек, так как бы не пойдет. Надо во всем какой-то искать баланс.
Объять необъятное не получится, поэтому нужно контролировать, нужно не перегибать с эмоциями, не перегибать с едой, не перегибать с каким-то отдыхом, чтобы это в лень не превращалось, ну и так далее, вы поняли. Я думаю, что любой человек понимает, что такое вести умеренный образ жизни, чтобы все было в балансе. Оно не должно быть ни в одну сторону, ни в другую перегиба, а должно быть равновесие. Вот так. Так что вот такой совет вам здесь. Ну, я боюсь, что к этому совету вы не прислушаетесь, потому что вот эти карты показывают, ну, не могу я себе отказать, ну, вот не могу, что ни делай, не могу. Вот так. Благодарю за внимание, девы, и жду вас на своих новых видео.